Тимур, я признаюсь, что до выборов я не знала ровным счетом ничего о вас. Вы до выборов в парламент не занимались политикой? Я занимался политикой, но работал в внешнеполитическом ведомстве, Министерстве иностранных дел. Вот, с 2015 года, вот если я не ошибаюсь. Потом был командирован в Боливарианскую республику Венесуэла. Там 2 года работал в посольстве Республики Абхазии. Вот, это такой вот представительский политический орган за рубежом. А почему вы оставили внешнеполитическую деятельность? А я не оставил. Я по сей день являюсь внештатным послом по особым поручениям. Вот, находясь в Питере, работая во Всемирном Абхазо-Абазинском конгрессе, занимался и внешнеполитической деятельностью. То есть там и встречи с делегациями, и там участвовал во многих форумах. Там, ну, то есть я никогда это не оставлял и не оставляю. То есть если я, например, вас не знала в публичной политике, это не означает, что вы не интересовались политикой? Не, всегда интересовался. Просто, наверное, многие меня не знали, потому что я занимался именно внешней политикой, постоянно в командировках, за рубежом. Участвовал, вот помню, в 30-м таком юбилейном раунде женевских переговоров. Вот вы, наверное, знаете. Вот. А вот именно внутренней политикой, вот как выборы, выборный процесс, это был для меня так первый раз, скажем так. Но внешняя, внутренняя политика, они всегда взаимосвязаны. То есть и даже до работы в МИДе я всегда интересовался, читал, смотрел о внутренней политике. Так как я тоже избиратель, я тоже всегда хожу на выборы. И всегда, то есть прежде чем... А как вы голосуете, когда вы приходите на выборы? Прежде чем отдать голос, у меня есть там определенные критерии. Вот, я сперва смотрю там на человека, то есть на его биографию, на его компетенции, где он работал, то есть какой у него бэкграунд. Второе, смотрю, с чем он идет, то есть какие у него идеи. Вы тот редкий избиратель, который читает программы? Да, тот самый. То есть я читаю программу. То есть самое главное в человеке, это с какими идеями он идет в парламент, какие законопроекты он будет там продвигать. И третий фактор, это тоже очень важный фактор, это с кем он идет, то есть какая у него команда, кого он поддерживает или кто его поддерживает. То есть вот эти вот 3, скажем так, для меня основных Политический лагерь имеет для вас значение? Какой политический? Вот в данном контексте, если я иду на выборы, то для меня не имеет значения. Для меня главное, вот первые 2 фактора, это сам человек и его идеи. То есть и для меня не важно, к какой он политической силе относится. То есть если он за созидание, за какие-то хорошие дела, за написание законопроектов, то абсолютно здесь не должно быть важно и не должно быть деления, к какому он политическому лагерю относится, на мой взгляд. Ну как так? Разве это не правило политической борьбы, когда есть команды, которые борются за власть? Это оппозиция, это власть. Если вы относите себя там, как политик из стана политической оппозиции, то вы в команде оппозиции. Так вы не думаете? Нет, я вообще в контексте избирателя, то есть я рассуждаю как простой избиратель, да. Ну, есть, конечно, люди, которые там смотрят и на политическую принадлежность. Да, даже как избиратель. Если я, например, поддерживаю оппозицию, я иду на выборы, я знаю, что вот этот человек, он идет от оппозиции. Может быть, тот, который идет от власти, по каким-то пунктам больше подходит быть депутатом парламента, но я голосую за оппозиционного, потому что он идейно мне... Вот мы как бы с одной идеей, мы как бы в одном политическом лагере или предпочтении у нас. В приоритете идея. Я сейчас это сказала применительно по отношению к себе, но мне кажется, наши избиратели в большей части своей именно так и голосуют, нет? Я не исключаю это, конечно, то есть и мы прекрасно все это видим, наблюдаем. Разные люди по-разному голосуют. Некоторые голосуют там, по родственным каким-то связям, некоторые голосуют именно исходя из политической принадлежности, какой силе он. Некоторые голосуют, там, смотрят на программу там, осознанно, изучают человека, некоторые не ходят вообще там, на выборы. То есть, ну, говорить об общей массе я затрудняюсь, потому что, допустим, вот эти выборы, которые проходили, на мой взгляд, была такая хорошая тенденция,
Вот я лично наблюдал за этим, потому что очень многие интересовались программой, интересовались идеями, очень много вопросов было. Но в любом случае еще есть это разделение в обществе, это мы прекрасно видим. Есть там четкая линия между оппозицией и действующей властью, я имею в виду вот среди избирателей. Но, на мой взгляд, эта ситуация меняется к лучшему. Когда мы говорим, что меняется к лучшему, что мы имеем в виду? Это вот что мы выбираем более качественного депутата, или мы говорим о том, что мы не используем вот эти грязные политические технологии? Я имею в виду, когда говорю, что меняется к лучшему, что люди потихоньку начинают осознавать, что не стоит делить людей на политическую принадлежность. То есть самое главное, в первую очередь, смотреть на человека, с какими он идеями идет. То есть какая у него программа. И тогда неважно, там, к какому он лагерю принадлежит. То есть, понятно, и действующая власть, и оппозиция, они за созидание, у них просто у них разное видение построения нашего государства, скорее, своя программа, своя методика, но и цель одна. То есть и оппозиция, и действующая власть, я уверен, что они хотят построить независимое, крепкое государство. Просто некоторые... Вы хотите сказать, что мы должны быть над этой схваткой, участвуя в схватке, то есть понимать ее немного в глобальном, в широком смысле, что это нормальный политический процесс, что идет такая предвыборная... Во всех странах так, это Вы так нормальный процесс. очень так красиво это все правильно говорите, да. Ну а вот горький привкус от того, что избиратель за вас не проголосовал, обида не осталась? Нет, обиды никакой нету на самом деле. Я могу сказать, что я счастлив, что я участвовал именно в предвыборном процессе, потому что это для меня колоссальный опыт. Именно на практике ощутить, изнутри понять, как проходит весь политический процесс, именно предвыборная кампания. Это неоценимый опыт. Я не считаю, что, скажем так, я проиграл. Наоборот, я вышел победителем из этой ситуации, потому что такой опыт получить, такую работу провести как над собой, так и вообще в целом, написание программы совместно с командой. И очень много позитивных и хороших моментов вообще в процессе предвыборной кампании было. То есть вот это ощущение, когда вы командой, с друзьями, с родственниками и с командой Конгресса вместе работали. И этот месяц, больше месяца даже, в такой дружной семейной обстановке мы работали. И результат показывает, что надо еще больше над собой работать. Надо как-то... Мы донесли ту идею, которую мы хотим, скажем так, перенести в парламент, но не до всех, скажем. Мое такое мнение. Поэтому, учитывая все плюсы и минусы работы над собой, мы дальше будем также работать, продолжать работу. То есть мы пошли голосовать во второй тур, на втором туре? Во втором туре, да. Пошли голосовать? Вы же проживаете в том округе, в принципе, где и я. Я всегда голосую, да. Я тоже всегда голосую. Вот второй раз, когда вы проголосовали, чем вы руководствовались? Какие причины? Можете не называть кандидата. У нас в Абхазии так принято, потому что если все мы друг друга знаем, если озвучить, что я проголосовал за такого кандидата, другие там могут обидеться, это серьезно воспринимают. Поэтому, я хочу знать причины, по каким пунктам, по каким качествам вы отдали голос именно этому кандидату во втором? Абсолютно по тем же самым пунктам, которые я до этого озвучивал. Это 3 пункта основных, на мой взгляд. Это сам человек, биография его, кто он, какие у него компетенции, его профессионализм, его идеи, 2 пункт, то есть программа, идеи, какие законопроекты, какие вопросы он будет отстаивать. И 3 это команда, с кем он, и кто его поддерживает, и кого он поддерживает, да. По поводу информационного сопровождения предвыборной кампании вы использовали, мне кажется, все форматы, которые были. Да. Даже если о вас до выборов знали мало, но во время предвыборной кампании у избирателя и вообще у нашего населения была возможность узнать о каждом кандидате. Были и дебаты были в прямом эфире, которые активно комментировали в том же прямом эфире в социальных сетях и на YouTube. Были и форматы
телебеседу, в вашем случае были еще беседы в YouTube, также ролики и так далее. Много чего можно было бы узнать человека, за кого можно голосовать. Впоследствии многие начали говорить, вот те, кто проводил активно предвыборную кампанию, те, кто очень хорошо выглядел на дебатах, не все прошли. Даже прошли люди, которые, может, не пришли на эти дебаты. У вас было какое-то некое разочарование, что вот это информационное сопровождение не обязательно? Не, разочарования не было. Опять-таки, я исхожу из опыта, который я получил. Я понимаю, что надо подходить в комплексе к этому вопросу. То есть не делать упор только на информационное сопровождение. Вот. Я, скажем так, новичок был вот в политическом процессе, именно в предвыборной кампании. Поэтому сейчас, если возвращаться в прошлое, смотреть на штабную работу, я многие вещи, скажем так, по-другому сделал бы и по-другому работал бы именно вот в штабе. С точки зрения информационного сопровождения, на мой взгляд, это обязательно. То есть люди должны знать, за кого голосуют, люди должны видеть, за кого они голосуют. То есть, понятно, есть встречи в округе, и почти там каждый день в течение месяца проходят встречи с избирателями там, во дворах. Но мы же избираем депутата не только 7-го там, округа, или 8-го, или 9-го. Он будет защищать интересы всей Абхазии. И, на мой взгляд, именно информационное сопровождение очень важно, чтобы все жители Абхазии видели, кто будет там, на законодательном уровне работать. А так... Да, очень важно работать и информационно, и, скажем так, на полях работать. Да, и я за мнение тех, кто говорит, что вот это информационное сопровождение, эти дебаты были полезны. Очень Хотя полезны. бы даже для СМИ, даже для журналистов, которые всегда в поиске спикеров, комментаторов к каким-то определенным репортажам. Мы завели свой дневник и аккуратно, ежевечерне, смотря вот наши теледебаты, мы каждый раз вносили по одному человеку, кому можно обратиться в случае интервью или там прокомментировать какую-то ситуацию. Мы увидели потенциал. У нас есть эксперты, у нас есть интересные люди, которые, может, и не прошли в парламент в причину каких-то особенностей наших выборов, но они образованные люди, и они могут быть хорошими экспертами. Я как раз-таки об этом тоже говорил, и после выборов тоже, что эти выборы нам показали из 133 кандидатов очень много хороших, образованных, компетентных людей, вот, которые, скажем так, первый раз появились на политической арене. Вот, и вот эта вот тенденция того, что молодежь вот, интересуется, и не просто молодежь, а вот образованные, умные, грамотные, это очень-очень хорошая тенденция. Я за этим наблюдал. Вот, и непосредственно тоже вот участвовал. А отдельно хотелось бы еще раз поблагодарить вас. Вот. Вы уже это сделали в прямом эфире. Кстати, мы вам похлопали. Наши сотрудники, которые находились в аппаратной, похлопали, потому что мы провели 35 прямых эфиров. 130 и как-то кандидаты, понимаете? Я понимаю, что это наша работа, но вы один из тех, Я просто представляю, насколько это тяжело, насколько это, так скажем, очень много времени, ресурсов, энергии уходит на это, потому что 35 округов, 133 кандидата, и каждый кандидат отдельная личность, все по-разному смотрят на определенные вопросы. И создать в этих условиях там, определенные права, то есть равные права именно по времени, по формату, это я представляю, насколько тяжело было. И я просто помню, мои дебаты, они проходили 11 числа, и мы закончили, поскольку 12:30 закончили, то есть допоздна. Почти 3 часа шел этот прямой эфир. Скажите, вот какие... Спасибо и вам, то, что вы отметили нашу работу. Какие у вас были эмоционально, вот как вы были настроены на этот эфир? Переживали, это же все-таки прямой эфир. Вы смогли собраться с мыслями? Вам хватило того времени, которое вам предоставлял ведущий? Ну, знаете, времени всегда не хватает, когда ты говоришь о своих идеях, там, о своих проектах, о своей программе. Вот, хочется... знаете, так объемно и полностью раскрыть вот, программу. Но должен отметить, что формат хороший был. То есть было
Были вопросы и от телезрителей, вот, и от самих кандидатов. А если говорить о волнении, да, конечно, волнение присутствовало, потому что у меня до этого были записи, были большие выступления в большой аудитории, там 200, 300, 500 человек, но именно формат прямого эфира для меня был первый раз. Вот. И волнение было еще связано с тем, что я не только себя представляю, я еще и представляю там, команду, представляю своих друзей, близких, тех людей, которые меня поддерживают. И очень ответственно надо было подходить к этому, потому что если ты, скажем, там какую-то глупость скажешь или что-то не то скажешь... Уже не вырежешь, да, птичка вылетела. Смотрят на тебя и оценивают там твою команду. То есть ты не просто себя представлял, поэтому было такое сильное волнение. Но спасибо вам еще раз, вы создали такую атмосферу. Я до эфира приходил за полчаса, за минут 40 пораньше. Мы здесь такая вот семейная атмосфера была. И это волнение как-то потом постепенно уходило. Да, кстати, у вас вот и тот эфир я тоже запомнила, он был хороший. И дружелюбное отношение кандидатов друг к другу, уважение, это было на эфире, это было заметно. У вас сохранились эти отношения сейчас? Я, кстати, тоже хотел поблагодарить всех кандидатов, которые принимали участие, и вот, потому что не только во время эфира, но и во время предвыборной кампании вот эта вот атмосфера дружелюбная, она сохранялась и по сей день сохраняется. После окончания выборов 12 числа мы всех поздравили, обзвонили друг друга. То есть, ну, она такая, выборы проходят, но мы же в этом городе, в этой стране живем, так что вот это вот отношение мы должны всегда поддерживать. И эти выборы, несмотря на то, кто как голосует, никак не должны влиять на наши отношения. Да. Тем более и у каждого кандидата были хорошие идеи, хорошие предложения. И я со своей командой всегда открыт. У нас есть программа. Вот. Я, кстати, всем кандидатам ее предлагал. То есть любой человек может ее применить и использовать уже в парламенте. То есть она открыта в доступе. И мы только рады будем, если кто-то, скажем так, возьмет ее на вооружение. Но в любом случае, один из членов нашей команды, которого я поздравляю, это Инар Альбертович Гыцба. Вот он прошел по Первому округу. Уверен, что там эта работа продолжится. Вы говорите, что вы не расстроились. Ну, в любом случае, даже если вы смогли, ну, как взять верх над чувствами, эмоциями, и смогли спокойно это принять, ну, а семья как отреагировала? Обычно вот семья больше волновалась. Да, вот бывает. Я поэтому, кто за вас очень-очень переживал, что вас поддерживала ли семья, какое было у них? Ну, семья всегда поддерживает. Это даже начиная, вот когда я еще в Италию улетал там, на учебу. Мать, отец, они, конечно же, переживают. Но у нас такое доверительное всегда отношение. Если я там принимаю какое-то решение, они всегда доверяют мне, они знают, что взвешено, то есть подходит к вопросу. И поэтому была полная поддержка, такая вот семейная. Когда говорю атмосфера, это вот в прямом смысле вот этого слова. Семья — это сколько вас человек? Отец, мать, младший брат, вот, и двое племянников, и супруга брата тоже. Ага. Да, вот. Но мать приходила, отец тоже приходил в штаб, вот, помогали, то есть советами отец помогал, мать там вот. Что сказала мать? Матеря обычно расстраивается. Вот. Она расстроилась, но я сказал, как бы это нормальное явление, то есть, ну, и все только начинается, продолжаем работать, но она все-таки вот хотела другого результата. Это вот. Я знаю, что вы привязаны вы часто ездите в деревню, и у вас в деревне живет бабушка. Да, вы обсфиги халат шабеб, вы обзора зарабха обсфиги бзене худеро. Что сказала бабушка? Бабушки вот, обычно считают, что их внуки самые лучшие, самые умные. Вот какая была у нее реакция? Бабушка, вот она сразу после окончания выборов, после там, оглашения результатов, вот, она позвонила, вот такую вот хорошую поддержку, там, мудрые слова, там, напутствие. Вот она так, скажем так,
понятно, она тоже переживала, хотела там другого результата, но она так более сдержанно вот, сказала, что все только начинается, молодец, очень красиво, грамотно, и команда хорошая, ты не расстраивайся, что вот такой результат. Ну вот как Айхабча и Шарзу, все бас, псуацас и скучтолхит. Она на самом деле очень такой вот главный дипломат, скажем так, в нашей семье, вот, большой. И она поддерживает всегда тоже в моих начинаниях вот такими вот. Ну, абри бзшабзены худро, бри уандуил бзорома, кытая бзорома, мамзарги уракала камер хузхас. Сит и сайта. Ну, об таатфара чома бри бзша. А бзшагана хала. Юхан Венесуэла, Юхан аханаса абсифила. Амала Италия, Венесуэла, санаказ хочу бзша схаштва салагит избанзар. Вау, ну-ко. Дача бзшакуцот, насги практика адзам избанзар. Италия, итальян бзшала хчажон, Венесуэла, ва испан бзшала пишчажон. И ширхуеб что бзшаку дрома. Бзшак здырват аха, я уже испан бзшала чажозар. Вы хочек исхаштва салагит избанзара про Венесуэла штах крам тадзита практика. Сымадзам аха мчибжик Венесуэла с алар, ма жер Испания с алар. Избала, что это чавер сала, вы это илыскавы, это чавер чавертаха, хочет из чего давит без банзар, выроспил хозер в пассив ушел. Ой, а испан без шпя, а английский без шпя? Английский без шпя, убыс чая без банзар уже хара Италия, а вот сада хулут, это без шпяла, хас чавет, ахзуй английский без шпя, испан без шпя, ахчавер. А без шпя, аурас шпя. Удро, без шпя. Аурас, абс без шпя, сала чавер, ой, ай, не харисим что психолог хас чавер. Ради акала кечу катарави, ахти смыш психолог хашчаве томиш хцома, джинджа хама чилов, сандулах сцома смыша хача психолог хашчаве аурус шо харги хцочки визел кадзум из банзар ярги япс воровала чавезер ярги абсшол чавезер уже ажги циргар стахзама калакян инхо Сергей Калакян снахотаха катарано бзиги. Убризу бзора дора ухата, уанду, акта, а уверенность бзшокой я хайрлас не зацай, водухо пусухо, мамзарги, таача Рома, школома. Бзша, агирта бзша царау. Маму ерапсшаху хамаш. Что вы, я вино пехалагу, вино, хочу вино махар, абсша, наси чички хотя не схалак, вино махар яра. الدخول جاكلا كيش ويعري واحد زم أبسو بزفاء. وخاتجوات خراوما بريابسفاء وخامشترت تشبزفاء كوينا مقرتس وخزت زاوما. هاي شبخ زوايا فيلم كوبزيز بوت أخو بشر أبسو موسيقى سزيدزرو تكترخ كيس صوت إختي عام تنسمو اسم زاس صوت مشكوي يمش خمش إيطاليان بيسان خنحاش تخ إختي بزفاء خوجك ويعري بزياد زمز разные чулос цвета которые мешко им швача сан хета бри ахцу бисха ахцу бри шпас харим угала шерца захан ويس цаларо по которые хана хочет зай башлаштах абхана налак исмша музыко вимз которые хцон вача катача ахцу амта усана хаката уско юдрозар я арбануско سيجي عارف يا بحر يا زيجي غزي حشوش ناخس أو صورة حشوف كتر عنجي أكلك عنجي وج سابي سري سشي اسم ذات ومش حصوت واجع جنجي خو صحيت خراوت وبس حويت عايش حتعاوت على صوت حرشوت سدرو وسنا كوجا دنيا شابسا خوالا جرا проблема дукаларны амла кракалар кыта чы шахор шо. Ай. Возвращаясь вот к вашей работе в ВАК, вы все время даже с оттенком гордости об этом говорили, что вы представляете команду ВАК, вы работаете в ВАК. Есть у вас там возможность как личность себя реализовать? Есть? Да, конечно, есть как возможность. Я по сей день как бы и реализую себя как личность, потому что в Конгрессе созданы абсолютно все условия для того, чтобы реализовать себя как личность, реализовать те идеи, те проекты,
который у тебя есть. А чем вы там конкретно занимаетесь? Сейчас я работаю в аппарате председателя Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. Это в городе Санкт-Петербург находится аппарат председателя. Он занимается координацией всех, скажем так, отделений по всему миру. Вот, то есть вот такая вот работа, она уже на протяжении вот 4 лет. Вы довольны своей работой? Абсолютно, да, доволен. Ну и почему вы все-таки решили пойти в парламент, тогда оставить такую работу? Смотрите, потому что, работая в Конгрессе, вот мы занимались теми вопросами, которые... Это и образование, язык, спорт, культура. Открываем и по сей день местные отделения во всех населенных пунктах нашей страны. И там на месте реализовываем эти вот проекты по разным направлениям. И вот этот опыт, эта программа, которую мы написали, мы хотели бы ее применить уже на государственном уровне. Понимаете, то есть те проекты, которые были, скажем, направлены на определенное место, на определенное село, вот, там и в образовании, и в науке, и по сохранению и развитию языка. Все это мы переложили в программу государственную до 2030 года, которой, кстати, сейчас тоже будем продолжать работать над ней. И хотелось это уже на новом уровне, скажем так, применять эти знания и эту работу уже на государственном уровне, создавать государственную программу и по языку, и по спорту. То есть это все в программе. Вот получается, вы изучаете ситуацию в селах, проводите какой-то анализ, наверное, у вас есть какие-то данные? Работая в Конгрессе, показал, что каждое село, оно очень сильно, не очень сильно, но отличается от других сел. У каждого своя специфика, у каждого села там свои определенные возможности, свои ресурсы. Вот. В основном, когда мы реализовываем проекты, к сожалению, они в основном связаны с бытовыми вопросами, но есть и такие проекты, которые там, на материально-культурное наследие, на развитие языка. Я помню, в одном из школ была такая просьба провести мастер-класс по актерскому мастерству, потому что у них в школе очень сильно развит такой вот актерский, как назвать, театральный кружок. Вот. Ну, такой вот общее понимание есть вообще состояние наших сел, наших городов, которые мы вот и переложили в программу. Вот. И как бы работая в парламенте, я бы как бы оставался бы членом Конгресса и продолжал бы также заниматься общественной деятельностью, потому что это мне очень нравится, тем более закон позволяет заниматься общественной деятельностью, будучи депутатом. У вас уже выстроились дальнейшие планы? Чем вы будете заниматься в ближайшее время? Дальнейшие планы, ну, это как бы продолжаем дальше работать над собой, над проектами. Обязательно, тем более и сейчас будем реализовывать ту программу, которую мы писали уже совместно с действующим депутатом, это Инаром Гицба, и продолжать работать в Конгрессе. Вот, очень много проектов на этот год. Вот, и вот эта вот вся, скажем так, предвыборная кампания, она чуть-чуть и ковид, и все вот эти вот ограничения, они прошлый год чуть-чуть нас приостановили. Сейчас, думаю, будет больше возможностей вот, для того, чтобы уже начинать реализовывать те проекты, которые у нас есть. Вот также продолжим открывать местное отделение, проводить, продолжим проект Амазара и по языку, по образованию, по спорту. Хотим провести тоже чемпионат по борьбе, который ежегодно проходит. То есть очень много проектов, работа не останавливается, она только будет наращиваться и укрепляться. Возвращаясь к итогам выборов, многие были очень разочарованы. В публикации было, негативных публикаций было очень много, рядом с радужными, конечно, тех, кто выиграл эти выборы. Но в целом я хотела бы узнать ваше мнение. Что вы думаете о 7-м созыве парламента? Все так плохо, как люди некоторые представляют? Вот, очень слабый парламент. Или же... Ну, пока, на мой взгляд, еще рано делать какие-то определенные выводы. То есть, ну, посмотрим. Сейчас 12 апреля будет первое заседание.
Вот, ну, разные люди разное говорят. Я человек, который, скажем, делает анализ, оценку, исходя из деятельности, из работы. То есть я подожду еще, скажем так, месяц, два, три, посмотрим, как будет работать новый созыв парламента, и тогда уже можно делать какую-то определенную оценку деятельности парламента. Потому что, скажем так, у людей разное мнение по всем кандидатам, но это мнение может быть ошибочным. Да, вдруг все 35 депутатов начнут такую хорошую работу, да, созидательную. Учитывая вот ваш опыт, совсем недавний опыт, как вы думаете, чтобы голосовали за качество, чтобы не голосовали по принципам родственник или там за какую-то личную заинтересованность, за деньги, если это имело место, да? Как это сделать, чтобы люди голосовали сознательно, послушав те же дебаты, прочитав ту же программу, поняв, что речь идет о законодательном органе страны, и там нужны умы. Вот как это донести до нашего избирателя? Либо надо вот усилить, например, те же политические партии и поменять политическое выборное законодательство. Вот как вы думаете? Чтобы случайные люди не попадали в парламент, как это может быть? Ну, скажем так, во-первых, если говорить о партийной системе, да, вот, на мой взгляд, нам надо еще саму партийную культуру укрепить, наращивать, потому что, если говорить о реалиях, о сегодняшнем дне, то у нас свыше 15 политических партий зарегистрировано. Вот. По факту мы видим только пару политических партий, которые реально работают и проводят какие-то определенные работы. Вот. Прежде чем говорить о партийной системе, надо, скажем так, саму партийную культуру улучшить. А если говорить о подходе к избирателю и как донести до избирателя, чтобы он голосовал, там, не знаю, исходя из программы, из идей, то это очень такой, на мой взгляд, сложный вопрос. Но самое главное в этом вопросе — это объединить наше общество, объединить народ, потому что пока есть вот это разделение, люди все равно будут, то есть, делить на оппозицию, на действующую власть или еще там на какую-то другую партию. Ну как объединить? Вот мы говорим, как объединить? У нас же не может быть, вот у вас может одно мнение, у меня другое мнение. Это нормально, у нас же демократическое общество. Это нормально, да, абсолютно нормальное явление, так и должно быть. Но если, допустим, какая-то политическая сила предлагает какой-то законопроект, и он на самом деле хороший, на самом деле на созидание, на улучшение жизни, эту идею надо подхватывать и реализовывать, а не смотреть, что это вот он относится к этой политической силе, поэтому мы никакие идеи, никакие вопросы не будем рассматривать. Все, что идет вот с той стороны. То есть я это имею в виду. На самом деле это разделение и в обществе есть. То есть некоторые люди смотрят вот через вот эту призму политическую там, на людей, сперва смотрят там в каком-то лагере, а потом на тебя смотрят. Ну, мне важно, вот в политическом лагере, да, вот кто лидер этой политической элиты, готова ли я довериться этому лидеру? И, конечно же, тогда, когда за этим политическим лидером стоит команда, какие-то люди, если я не доверяю политическому лидеру, мне сложно проголосовать за человека, который в его команде. Вот в этой ситуации я могу сказать, что зачастую, да, конечно же, роль лидера, она очень важна, но я вот, считаю, что помимо лидера важна сама идея, сама идеология. Если мы говорим о партийной системе, если мы говорим о каких-то политических силах, то у каждой партии должна быть своя идеология, своя идея. То есть вот свыше 15 партий у нас зарегистрировано, и они, по сути, вот все одинаковые. Ну, все одинаковые, они за все хорошее против всего плохого. Ну, так, если говорить, ну, да, условно. То есть должна быть идея, какая-то идеология, вот, которая продвигает эта партия или эта политическая сила, которая мне была бы близка.
То есть, ну, и там для меня не будет важно, кто там лидер, потому что мне интересна сама идея. То есть, это идея объединения народа. Если это объединение народа, то если это будет пошагово расписано как, в виде программы, тогда да, ну, все говорят, мы за развитие, за хорошее, за созидание, ну, все в один голос это говорят, но должна быть какая-то, опять возвращаясь к программе, какая-то государственная программа, какой-то план действий, вот, какая-то идеология, которая вот человеку будет понятна. И он будет говорить, да, вот я вот за эту идею, за эту программу, я вот за этих людей, потому что они разделяют эту идею, эту программу. И когда мы говорим о программе, об идеологии, вообще, скажем так, о идее национальной, на мой взгляд, это именно та вещь, которая объединит там весь народ. Потому что, работая вот в Конгрессе, реализовывая эти проекты, я наблюдаю такую вот прекрасную вещь. Там, ну, возьмем самый такой простой элементарный пример. Там, условно говоря, мы в каком-то населенном пункте там, провели совещание. И первый проект — это, допустим, вот здесь вот во дворе они хотят там детскую площадку. Наш принцип работы такой, что мы начинаем там собирать средства, кто может материалы принесет, кто может там будет сварку делать, электрик. То есть мы все вместе объединяемся вокруг одной идеи. На данный момент это идея построения там, детской площадки. И в этот момент, когда мы тоже находимся, скажем, непосредственно в этом процессе, одеваем сапоги, лопаты, помогаем друг другу, начинаем строить эту детскую площадку, и там уже исчезает вот это вот деление на политические взгляды, на религиозные взгляды. Мы все четко, прекрасно понимаем, для чего мы здесь стоим и что мы хотим делать. Мы хотим построить детскую площадку. И в очень дружной семейной атмосфере проходит этот процесс, потому что есть понимание того, что мы делаем. И люди совершенно как бы разные попадаются, но они работают вместе. И таким образом, я переходя на государственный уровень... Детскую площадку можно сравнить с государством, да? Не детскую площадку, допустим, постройка дома. Что бы ни было, вот это разве построение своего собственного государства, да, комфортного, безопасного, сильного государства, это разве не национальная идея? Да, но здесь есть такой момент тонкий, когда мы строим дом, допустим, да, опять-таки там, всем селом или там, всем государством, у нас должен быть четкий план постройки этого дома. У нас должна быть схема архитектурная, мы должны знать, кто чем занимается. То есть, когда я строю дом, я знаю, что вот на мне вот там постройка, не знаю, фундамента, там есть электрики, есть там сантехники. То есть у меня есть четкий план действий, и я знаю, где я буду завтра, послезавтра, через месяц. Я точные сроки знаю, какие ресурсы на это уйдут, знаю, какие финансовые, человеческие ресурсы. И, то есть план действий определенный. Понятно, у нас у всех есть эта идея, это национальная идея. Мы хотим построить общий дом под названием «Абхазия крепкая». Ничего страшного в этом нет, что, например, я хочу в этой детской площадке больше желтого, а вы больше зеленого. Ничего, но если переносить, то есть у нас есть свое понимание, как лучше, и что мы спорим на эту тему. Здесь важно то, что мы, прежде чем начинать строить площадку, мы собираемся вместе и решаем, какую площадку мы строим. То есть мы приходим к общему. И когда мы приходим к общему, у нас есть план действий, мы начинаем работать. То есть не так, что мы в процессе начали строить дом, да, а потом вдруг там у нас плана не было, я решил сделать его двухэтажным, кто-то захотел вообще там трехэтажным сделать и так далее. То есть, я почему говорю о программе, потому что эта программа, это будет та самая идея, та самая доктрина, если можно назвать, развития нашего государства. И у людей будет четкое понимание того, что мы строим, и понимание, скажем, моего места в этой программе, что я должен делать и как я должен себя вести, знать там абхазский язык или другие языки, знать там, скажем, быть компетентным, образованным человеком, там, платить налоги и так далее, чтобы это все было четкое понимание того, что мы хотим строить. Понятно, мы хотим строить там, хорошее, крепкое государство независимое, хороший дом крепкий, чтобы он стоял крепко, но какой это дом будет? Допустим, это будет Абхазия
не знаю, туристическая Абхазия, это будет промышленная Абхазия, это будет Абхазия там, с свободной экономической зоной. То есть мы должны понимать, куда мы идем. Хорошо, Тимур, я поняла вашу мысль. Когда вот это вот будет стержень, как понимание идеологии, тогда и люди будут объединяться абсолютно вокруг этой идеи. Для того, чтобы объединить людей, нужно объединяться вокруг чего-то. Вы жили в Италии какое-то количество времени, немалое время вы находились в Италии. 2 года. 2 года в Италии. То есть вы жили в другой стране, в благополучной, так называют европейские страны. А как там выборы проходят? Ну, абсолютно аналогично. То есть такая же система выборов, голосования со всеми плюсами, со всеми минусами вот всей предвыборной системы. Но вот я не помню, за эти 2 года я просто очень сильно занимался учебой и работой, а вот выборный процесс я пропустил. Вообще наверное. Итальянцы политизированы, вот Да, простые да. граждане, политизированы. Вот, Они да, говорят политизированы. утром, когда, как у нас положение, что там Особенно у нас юг Италии. в штабах. Да? Особенно юг Италии, вот он очень сильно такой и по менталитету, и очень с нами схожи. Вот, они тоже такое достаточно политизированное общество, они очень много говорят о политике, очень много они рассуждают, критикуют. Вот, ну, политизированное общество. То есть, но у них в таком, скажем так, демократическом, спокойном режиме это все проходит. Ну, бывают, конечно, и митинги, и забастовки, вот, но это все... Говорят, темпераментом мы похожи. Юг Италии, да, один в один просто похожий. Вот юг Италии, ну да, на севере более такие спокойные, скажем так, более сдержанные итальянцы живут. А вот юг Италии это вот абхазы. Любите футбол? Люблю играть, но не смотреть. Ну, вы итальянцы же, это вообще они больны футболом. Да. Вот политика, футбол и еда. И да, вот что из итальянской кухни вы очень... Ну, обожаю пасту. Пасту. Да. Пицца у них правда вкуснее, чем то, что мы там заказываем у себя в ресторанах? Сильно не отличается. То есть это опять-таки зависит от ресторана. Говорить, что вот во всей Италии вкуснее, то есть, у нас есть пиццерии, которые гораздо вкуснее делают, чем некоторые пиццерии там в Италии. А итальянские девушки красивые? Красивые, но абхазские красивее. Да, вот теперь перейдем к абхазкам. Если они такие красивые, абхазские девушки, то вы до сих пор не женаты. Этого пунктика у вас нет в планах? Во всех интервью один и тот же вопрос. Ну, вы, как кандидат в депутаты, говорили о демографии, говорили там о проблемах нашей страны. Тут еще и личная ответственность. Ну, судьба так сложилась, что, скажем, после армии я как раз планировал продолжить учебу и там, заняться личной жизнью, скажем, там, завести семью, детей. Подождите. Так, это вы говорите, я армию там закончу, учебу закончу. Так, Нет, вот в промежутке между этими годами женюсь, а сердце, а любовь? Разве так можно запланировать? Ну, я не планировал, что я улечу в Италию. Вот на 2 года я полностью там покину родину. Сколько вам лет? Сейчас 35. Пора, давно пора. Уже все, от 30 до 35 все, уже пора. обязательно займусь этим вопросом. То есть вы сейчас, вот у вас в планах даже жениться, вы говорите, уже есть девушка? И вот какая девушка вам может понравиться? Вы говорите, абхазская девушка. Это имеется в виду, я уверена, не национальность, а какие-то еще качества. Вот. Да, на самом деле, знаете, как говорят, там, сердцу не прикажешь. То есть, у меня нету какого-то идеала. Там, что она должна быть там, высокой, такой рост, цвет волос такой и так далее. То есть, сейчас не буду такие самые банальные вещи говорить о доброте и так далее. Я всегда смотрю на такое вот есть, не знаю, качество, которое мне очень сильно нравится. Это чувство юмора в человеке. Для меня оно очень важное, потому что человек должен обладать самоиронией, то есть подшутить над собой, так и вообще. Я буду домысливать, потому что, говорят, умные люди умеют хорошо шутить. То есть юмор, как бы присутствие ума там должно быть, наверняка. Обязательно, конечно, человек должен быть интересный, можно, чтобы было поговорить, побеседовать, подискутировать на разные темы. А вам важно, что скажет ваша семья? И вы вообще будете согласовывать со своей семьей или будете представлять? Как я уже говорил, у меня с семьей абсолютно доверительные отношения, и все те решения, которые я принимаю, они всегда во всем меня поддерживают, потому что, не знаю, так уж сложилось в нашей семье, что они
доверяют мне и прям вот согласовывать, я не знаю, вот, скорее всего, ну, если я сделаю выбор, они скажут, ну, سشيل إسحاري حي بقاوت حس ده بسوة تبحا زروما يا حاب أتعاد شارج سوى تبحاح سزقوانا قرالا حرا حكابز كحتساسك الدروة زروب كاب زاتسا نحو لان لاب خدي ماتش جو زروما لان خوجي برتكو برتكو ما تسامع كوروما شزجو яй убризик الدروة زروب избанзар апснабр я квамацама козигизиги апходышла чувяша дышим чавяша ахдзе апсвара аламус апату ахдзе ачки абзей хошим я пулгаша бизигизиги ахдзе الدروة زروب апснун хозар ризигизиги شندول غوانا غر شزحني خدوم بريز زارج сандул гуанагар симша и хадоп яха сандуги ахдзе сара спускар анги симша цива голод сара уже أحب أمس حقي والله شاف الزر وسي سزبار زوي يلدرويت وصل حماش ورا قدامك شزر سرقي بس قاب عندوت شو وصرحته ما تشربيه ما صرت سزحنا وقانا خالي شو صندوق بس داب خذوا شو حزب شو يلا جوي شندو أبو خبا ود بانخو تشلو تشلو ويشان لان لوما هاي سان دي نبشوب نبشبا تشلوتو سرقي ساندي تشلو уже санду да бух бобой изис хобрези хана дипломату чаз алаги ахзу азнишел дырвет шлафи вяшел дырвет الكاوبوي سريعة سرتيستا خونس وس شرا شما زربلانس شما زروشتا تبحا جنس وسكرة جات أنا قلت تبحا بش ذاك سال خروت حشبوي أنا جوزر أتلي خبش جت تبحا بزيك وحامو بحرا شعر لا بشرويت حدا أتلي خبش حيفير شا خبش رويرت في يوم بعد خبش بزيك و بس حريز خوجك كيس كغير يزورا ويت يزبنزر تبحث في بزيكم شو رلبش شو ياكشوت في بشار جويت Чем вы еще увлекаетесь, кроме вот работы в ВАК и политикой увлекаетесь, знаете языки? Чем вы еще увлекаетесь? Как вы отдыхаете? На самом деле увлечений было много. Сейчас в связи с тем, что очень много работы, очень много там хлопот. Я люблю очень сильно музыку, кинематограф. А какую музыку слушаете? Абсолютно разную музыку. На самом деле это зависит от настроения. Я могу послушать и классику, и тяжелый рок. Вот, рэп очень редко слушаю, но абсолютно разную музыку слушаю. Люблю кинематограф и все, что связано с кинематографом. Порекомендуйте, какое кино посмотреть, потому что в последнее время я увлеклась этим. Я как-то вот, если хочу забыть о работе, отдохнуть и вообще о проблемах, я увлеченно смотрю кино. Ну, на самом деле, вот 2 месяца я почти вот ничего не смотрел. Вот, ну, понятно почему, потому что абсолютно не было времени. А так, из кинематографа, не знаю, надо смотреть, какой жанр вам. Драму люблю. Нет. А что вы, какой жанр вы смотрите? Ну, если вы, скажем так, любите сатиру, можете посмотреть. Вот новый фильм вышел с Леонардо Ди Каприо, называется «Не смотрите наверх». Я смотрела. То есть я же говорю, я в выходные стараюсь побольше смотреть. Да, это хорошее кино, да, я смотрела. А вот вы смотрели тоже сравнительно, по-моему, 19 или 20 «Дети Уиндермера». Нет. Это из последнего, что я смотрела, тоже рекомендую. Тяжелые фильмы я не смотрю. Очень тяжелые. Это вот после Холокоста. После концлагеря, да. Фильм, вот кинематограф для меня это как средство отдохнуть, как средство забыться, скажем так, вообще о делах. Вот. И поэтому хочется посмотреть на что-то, скажем так, на фэнтези, на комедию, на легкие фильмы, которые могут тебя расслабить. Задуматься о жизни все-таки дают вот именно драма. Задуматься о жизни дает нам наша жизнь, наши реалии. Вы вообще по такой, если говорить про себя, вы позитивно настроенный человек? Очень позитивный человек, да. Я стараюсь всегда во всем искать плюсы, вот, и во всем всегда ищу позитив и в людях, и в ситуациях, потому что негатива и так достаточно, а вот позитива должно быть побольше в нашей жизни. Ну, я такой вот человек
скажем так, который несет в себе позитив. И люблю пошутить, и посмеяться. Вот, но надо быть таким вот позитивно настроенным человеком. Так вот, на такой позитивной вершине мы закончим наш с вами интервью. Спасибо вам большое И вам за спасибо. прекрасную беседу, за прекрасное интервью. Табу Пидудзе. И вам удачи. Табу.